Здравствуйте, это «Полиглот», где мы ищем тайный смысл привычных слов. Как часто вам доводилось слышать сетование старшего поколения, что молодежь нынче совсем не та, одеваются как попугаи, думают как идиоты и говорят как иностранцы. И чаще всего после этой тирады следует тяжелый вздох и фраза «хоть бы книжку почитали». По статистике, юное поколение действительно читает меньше книг, потому что не видит в этом смысла. Какую пользу может принести классик, написавший книгу о стародавних проблемах на малопонятном современном юнцу языке, думает тот самый юнец, и жестоко ошибается. Даже не догадываясь, что те самые классики были новаторами и лингвистическими революционерами. Они придумывали свой сленг, из-за которого в их время недобро вздыхали старцы. Михаил Ломоносов – ученый, естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, художник, историк, поэт и писатель. И помимо того, десятки придуманных им слов не только вошли в речевой оборот, но и до сих пор покидать его не собираются. С его легкой руки коловратное вращение стало вращательным движением. Все мы можем воспользоваться градусником, изучать в лабораториях вещества и задумчиво смотреть на горизонт. Абсолютно достоверно, что беспристрастным, а иногда и злобным обществом мы сейчас можем быть благодаря современнику Ломоносова, поэту Василию Тредиаковскому, автору всех этих слов. Николай Карамзин не только изобрел букву «ё», но и славился своими меткими неологизмами. От слова «промысел» он образовал промышленность. Также его перу принадлежат такие привычные сегодня будущность, катастрофа, трогательный, занимательный, впечатлительный. И не всегда такие новшества принимались обществом легко. Александр Семенович Шишков, писатель, адмирал и по совместительству министр народного просвещения, 2 столетия назад предлагал гнать в зашей иноземщину и заменить, например, галоши макроступами, франтов величать не иначе как хорошилищами, а бульвары гульбищами. Как мы все сегодня можем заметить, идея не прижилась. Язык живет и меняется. От чего-то он отказывается, мимо чего-то проходит, даже не взглянув, а иные словесные кружева остаются с ним всерьез и надолго. И главная ценность классической литературы как раз в том, что она и сегодня с нами, в нашей повседневной речи. Даже если сами мы об этом и не подозреваем. Это был «Полиглот». Давайте внимательнее слушать, чтобы услышать.